Просто элементарно. Я хочу, чтобы моего сына и таких же ребят, с кем он был задержан, незаконно задержан, просто-напросто отпустили. Мы даже не собираясь ни подписей каких делать, просто увидеть сына. В это время, когда мы находились рядом с сыном, с ним разговаривали, произошла вот эта провокационная акция. Это все на наших глазах, 25 метров от нас. Мы видели эту женщину, как она приставала к Тихановскому. Эти два милиционера, которые там туда-сюда ходили. Подождите, не убегайте, Сережа. У меня спросите, Сергей Иванович. Уберите ее. Я задала вопрос человеку, он от меня убегает, и я хочу получить ответ. Понимаете? Дело в том, что я хочу получить ответ. Стойте, И когда вот это все началось, когда выскочил ОМОН с автобуса, который стоял там рядом на дороге, подошли машины, бусики черные, все с этими минскими номерами. Выскочило достаточно много ОМОНовцев, в том числе, видимо, сотрудники внутренних дел в гражданской форме одежды. И вот это вот началось все смотрели туда. Крик, шум там. В это время, а мы стоим рядом, 3 метра от столика. Ну, чуть-чуть впереди, смотрим на Тихановского. Слышим крик Димы. Что такое? Поворачиваемся. Его 6 молодых ребят в гражданке схватили вместе со стулом и потащили в задний сквер. Я знаю, что я не один такой. Я не один такой, есть родители и у других захваченных ребят, которые просто не знают. Вместе с Дмитрием был захвачен даже несовершеннолетний парнишка, которого вообще незаконно содержали в камере, которому нельзя этого делать. Посторонние люди были захвачены. Дима, который не участвовал даже рядом с Тихановским, не находился в момент совершенной провокации, а сидел за столом, мирно принимал подписи. Поэтому я принял решение обратиться с открытым письмом, заявлением к Лукашенко и как-то его обнародовать, для того, чтобы, по крайней мере, я получил ответы на свои вопросы. Почему мой сын задержан, где он находится и какова его дальнейшая судьба.